Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня независимости. Развитие межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение. Достигнутые в ходе вашего визита в Азербайджан договоренности и подписанные документы являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия во имя более эффективного использования имеющегося потенциала Азербайджана-кыргызских отношений, расширения нашего опирающегося на взаимное доверие и поддержку сотрудничества как в двухсторонней, так и в многосторонней плоскости. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в делах братской Кыргызской республики, постоянного мира и благополучия, говорится в письме главы государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на саммит БРИКС в октябре в Казани. Москва поддерживает заявку Баку на вступление в соответствующее объединение. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Комментируя заявку Азербайджана на вступление в БРИКС, замминистра отметил, что в Москве этому очень рады. Мы поддерживаем азербайджанскую заявку. Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС, сказал Рябков. Он также отметил, что квинтэссенция БРИКС – это отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права. В полной мере все это стыкуется с той политикой, которую проводит Азербайджан под руководством президента этой страны. У нас прекрасные отношения с Азербайджаном. Я думаю, что движение к БРИКС и сближение с БРИКС продолжится, но при этом хочу отметить, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом. От председательства зависит многое, но не все, подчеркнул замминистра. Пусть единство независимых тюркских стран будет крепким, а независимость – вечной. Пусть лучи независимости братских государств всегда озаряют дальнейший путь всем тюркским народам, идущим к свободе. Богатство – это материальные и нематериальные ценности, а также деньги, на которые эти ценности можно выменять. Тогда зададим другой вопрос. Какую страну можно назвать богатой? По этому индексу развития человека первую семерку стран возглавляют: первая – Япония, вторая – Швейцария, третья – Австралия, четвертая – Англия, пятая – США, шестой – Израиль и седьмой – Сингапур. Что значит стать богатым? Богатый человек – это человек, владеющий разными состояниями, управляющий миром, созидающий и дающий благо. Бог, небо, любовь. Воистину небесное, волшебное, божественное чувство. Эти слова близки не только по звучанию, но и по смыслу. На приведенной ниже схеме отражены все сферы жизни человека, не только материальные, но и духовные. Первое. Возьмем для примера такую сферу жизни, как здоровье. Причем здоровье как физическое, так и душевное. Второе. Благополучная семья, благополучный и процветающий род. Разве это не богатство? Благородные, то есть рождающие благо, и благодарные, дарящие благо, потомки. Разве это не счастье для родителей? Третье. Финансовое материальное благополучие. Четвертое. Благоприятные взаимоотношения с людьми отражают наше взаимодействие с окружающим миром. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Человек счастливый – это тот человек, который является частью целого. У него есть часть Родины. Одним словом, богатство – это неотъемлемая часть человека, это его суть. Поэтому нужно сделать так, чтобы каждый, кто живет в этом мире, был счастлив. Богатство не будет вашей конечной целью. Это будет всего лишь неотъемлемое состояние всего вашего жизненного пути. Это то, что вы однажды приобретете и уже никогда не сможете потерять.
Богатство – это здоровье матери, уважение отца, радость детей, верность друзей и любовь дорогого человека. Если у человека есть больше, чем ему необходимо для жизни, он богат. Богатство – это не то, что человек заработал, а то, что у него осталось после текущих трат. То есть, чтобы стать богатым, нужно не просто много зарабатывать, а еще и разумно тратить, обзаводясь финансовыми и имущественными активами на сэкономленные средства. Богатство – приоритеты самого человека к отношению и пониманию жизни и возможность осуществлять успех для своей жизни, причем, как и богатство, успех является сугубо индивидуальным для каждого человека. Фатма Саттарова достаточно известная личность в Азербайджане. Она активно участвует в общественной жизни страны. Ее все знают как ветерана Великой Отечественной войны, как интеллектуала, а также как деловую женщину. Даже сегодня, несмотря на свой почтенный возраст в 101 год, Фатма Ханум принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Республиканской организацией ветеранов. Не жалеет силы и средств на воспитание молодежи в духе любви и преданности своей родине, своему государству и развитию воинского патриотизма. Она на протяжении многих лет должным образом представляла Азербайджан на всех мероприятиях, связанных со Второй мировой войной в странах СНГ, включая Российскую Федерацию, Беларусь и Украину.
Я, значит, окончила 7 классов в 1937 году и поступила в медицинский техникум в 1937 году. После 7 классов образования я 3 года училась в техникуме, окончила по специальности акушерка. И у нас была военная кафедра, где, когда я окончила вместе с дипломом, нам поручили, значит, военный билет и звали лейтенанта. Тогда лейтенанта офицера звали. После этого я, значит, окончание техникума, я вышла замуж в январе месяце 41 года, и через 5 месяцев началась война. И вот как добровольцы, как медработник, и меня мобилизовал Баквоенкомат и направили меня на фронт. У нас было 7 девочек, которые из них 2 мы вернулись, остальные погибли. Вот так, моя история, вот начальная история была так. Здравствуйте, Фатма Хан. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Спасибо. слышать. Как в народе говорят, лучше видеть 1 раз, чем услышать 100 раз. Да. И вот сегодня мы перед вами и будем задавать вопросы, отвечать. Вы будете, естественно, для наших телезрителей. 100 лет – это 1 век. Вы прожили 1 век ровно. И за это 1 век, за 100 лет вы многое видели, слышали, прожили. И к чему вы пришли? Создаешь семью, бери семью. Если появляются дети, воспитать детей так, чтобы ребенок вырос, любя свою родину, где он родился. Во-первых, чтобы дети умели уважать своих родителей в первую очередь, а потом свою родину. Если рождавший ребенок не любит своих родителей или свою родину, это не человек. Надо вырасти настоящего патриота Родины, своей Родины, где он родился, где он живет, чей хлебом питается, чьей водой растет. Только тогда любой мать, любой родитель считает, что он прожил свой век нормально. А если не умеют родители, есть такие, что не могут воспитать, справляться со своими детьми, не слушают эти дети и родители. Я считаю, самые несчастные родители это. Абсолютно правильно. Не сумели воспитать, не сумели детей воспитать в цели любви своей родины, вы понимаете. Это большое дело. Тем более мальчики очень трудно воспитать. Ну, сейчас, слава Богу, у меня дети были все с высшим образованием. Я очень рано потеряла мужа, осталась с 4 детьми. Мне силы хватило их вырастить, семью строить. Мне вот средний сын мой, второй мальчик, он академик по нефтегазу. Он много раз в Казахстане, Узбекистане, вот в этой стране. Даже у него была тема, что отсюда, с Каспийского моря, через море, по-моему, или Казахстан, или Туркменистан, нефтяную трубу привезти. Это его тема была. Тогда еще Эйдар Алиевич был живой, он выступил как академик в нашем дворце. И он очень оценил ее, потом заболел он быстрее. Мой сын тоже тему оставил. И так. Говорят, что детей воспитывает школа или вот, общество и родители, семья. Да. Как вы считаете? Я, знаете, считаю, что основное воспитание должен быть в семье. Начало. В семье. Если ребенок растет в семье неполадка, он не будет никогда таким порядочным парнем. Он все, глаза открывает, глаза открывает, мать отца не слушает, отец ее ругает. Это не семья. Там ради детей
Даже если кто-то родителей, думаю, у них не ладатка, они должны так делать, чтобы дети этого не замечали. Вы понимаете? Во-первых, первой семье, потом школа. Потом у нас пионер, комсомол, партия. В то время было. Советский. А сейчас нету. Семья, школа, Семья очень связана. Особенно школа. Потому что они выращаются большей частью в школе друг другом. Mektebe gidiler saat 9'da, saat 2'ye, 1'e mektebdedirler. Birbirine обобщаются. Привыкают, вот, bunu da ona gele böyle. Так я думаю, что очень тяжело родителям. Тем более мальчиков воспитать, девочки тоже по-своему плохо. А достаточно ли в школе дают воспитание именно в патриотическом духе? Насколько она достаточна на сегодняшний Я вам день? хочу сказать, раньше в Советском Союзе в школе говорили пионер. Да. Пионер, она думала, что надо ей так вести себя, чтобы она была примерным. Да. Пионер. Будь готов, всегда готов. Да. Понимаете? Потом комсомол. Если кто-нибудь что-нибудь неправильно делал, обсуждали на совещании, партийном, на комсомольском собрании, а взрослые на партийном собрании. Уже человек считал, подожди, я тебе на собрании все скажу. Это что-то было, человек считался, что он должен хорошо себя вести, что его не обсуждали. Если у человека есть самолюбие, он должен так вести, чтобы cemaatle ayak geçsin. Pis yola düşmesin. Olmayan şeyi elemesin. Вот в таком стиле. Ну, сейчас этого нет. А может внести, как вы думаете, видавший жизнь человек, внести такой урок? Я патриот. Или в патриотическом духе что-то вот такое именно. Это доказать не нужно, это надо делать. Кому скажешь, я патриот? Кому вот, я в одной предприятии общественное питание города Баку. 58 лет я руководящая. Это, знаете, общественное питание самый тяжелый объект. Вы вот с 18 лет воевали, потом вообще самое тяжелое, где жарко туда идти. Я пришла, поступила в университет, экономический факультет, окончила. И на руководящей все время. Тогда после войны голодовали, холод, голод. Все перешли домой. Очень тяжелые времена, например, мои возрастные люди, это перешли тяжелое время. Вы после войны, знаете, на хлебную до утра очередь стояли, писали номер, килограмм хлеба утром должны были. Мы когда с войны вернулись, мне говорили, что ты зачем в очереди стоишь? Ты с войны вернулся, ты раненый был, ты должен без очереди. Нет. У меня совесть не позволяла. Старуха моя, соседка, в очередь, да, я пойду, дай мне кило, что я на фону был, да. Вот такие мы были воспитанные люди, вы понимаете? Да, в другом духе воспитаны. В другом духе было. На фронте кто хлеба делил, половину, 150 грамм черного хлеба мне давали. Чай пить надо, хлебом сухим. Сухие листья рвали, заварили чай. И намного здоровее были, кстати. Так, люди намного здоровее были, чем сейчас. Конечно. Еще вот такой вопрос. Вот сейчас есть матери, да? И того времени матери, они разные. Потому что вы же сами говорите, через какие трудности они прошли, семейные, войны прошли, все. И голод, и разрухи, и вот сейчас, который есть комфорт, такой комфортабельной жизни тогда не было. Даже мясо через это руками резали где-то, стирали на руках, да? Все этого не было. Ну, вот сейчас, как вы думаете, тогда было правильно или сегодня вот... Я считаю, что тогда было. Воспитание тогда правильное было. Сейчас воспитания у детей нет. Сейчас нет воспитания. Сейчас детей не воспитывают. Сейчас детей балуют.
Балуют детей. У него машина есть, а у меня нету. Нету, да. Раньше велосипед покупали, велосипед. Я вижу по соседу, да. Uşaq gedib velosiped istəyir. Yoxumdur, mümkün o, ala bilmir. On qıvarlı velosiped. Heydi başın. Bir oğlunu alıp, bir obusuna da alım da. O diyor, onu var mənim neş yoktu. Потом нет, все равно и машину покупай, и дом покупай, и все покупай. То есть... Нет, сейчас не то воспитание. Конечно, сейчас в Азербайджане у нас ребята хорошими стали. Они все стали понимать. Сейчас хорошо учатся, машаллах. Мы контролируем среднюю школу. Хорошо учатся ребята. Вот сейчас я опекунствовал за несколько ребят. Как они окончили 11 классов, как они экзамен сдали, я опекунствовала. Даже им я подарок сделала, каждому ребенку сделала. Это мештага. У нас в селении есть мештага. Их многие детей я опекунство взяла. Они мне предмет квартиру дал, мы перешли там, они соседи. Что, машаллах, учатся хорошо. От кого получила вы эти часы? Эти часы я получила от президента России, от Путина. 9 мая каждый год мы идем встречать этот День Победы в Москве, все республики. И я сколько лет, как я себе знаю, все время, как закончится война, каждый год я бывала в Москве. Я с ним встречаюсь в Москве, мы с ним беседуем. Все, иногда про войну рассказываем, я ему рассказываю, в каких фронтах я была, сколько лет я воевала за землю России. И всегда он меня с уважением принимал. И вот этот... Мать азербайджанцев вас назвал, да? Мать Азербайджан. Да, он всегда говорит, мать Азербайджан. Азербайджанская мать, он меня называл. Вы азербайджанская мать, вы все матеря. И вот это он одел мне на руки, сказал, память от России вам, от Путина. Приехала тот через день с Москвы, я его показала своему президенту. Как раз мы встречались с ним, я сказала президенту своему, что моему президенту, что этот мне подарил Путин. Я не имела права ему не показать. Потому что это все-таки мне президент России подарил. Это большой почет, уважение нашим людям, которые воевали в 41-45 годы в России. Несколько девочек, медработников и врачей отправили в Ленинград. Я попала в блокаду Ленинграда. 40 дней я была в Ленинграде. В блокаде я была. Холод, голод. Раненые. Кушать хлеба нет. Это тяжелое время. Я 40 дней была в Ленинграде. Там Ладожское озеро. Ранеными мы первую помощь оказывали. Сажали их в лодку, отправляли в тыл через Ладожское озеро. Но не все попадали. Бомбили же сверху. Лодка попадала бомба, и все гибнули, да. А те, которые оставались живыми, они попадали в родину. И их оттуда направляли по госпиталям. Баку, там, которые города свободные, возможно было, чтобы лечиться, направляли туда. Вот так. Тяжелая война была. Я свой, как сказать, молодость, очень тяжелое время я провела. 5 лет. С 18-19 лет. 19 лет было мне. Я 22-го года рождения. Января 25-го. Да. Вот такие я жизнь провела. И я этим жизнью горжусь. Горжусь, потому что
Я азербайджанка. Что-то не было, мы не знали, он русский, не знали, он азербайджанец, он раненый, он боец. Первую помощь оказывали. Очень трудно, знаете, когда я рассказываю, я все представляю, что я в данное время в это такая тяжелая была, его никогда нельзя забыть. Эти 3-4 года войны никогда невозможно забыть его. Нельзя забыть. Это трагичная жизнь была, трагичная жизнь. Это боролись вся армия, и весь медработники, и другие все. Боролись с жизнью и смертью. Потому что сверху бомба лилась. Здесь танки шли вперед. Несмотря там женщина, мужчина, ребенок. Они ничего не знали. Фашисты, да, были. Очень плохо, тяжелые времена было, конечно. Но пережили все, слава Богу. Но самый страшный был один раз. А мы же медсестры, кто стонет, зовет, vay ağrıdım, vay yaram, или oy Господи, belə sözlər eşidirdik axı biz, bərk, ucadan. Mən də akopdan səs gəldi, bir yaralının səsi. Mən də getdik akopa, sanitar sumkuya taskalısa bu. А там стонал русский солдат. Я перевязку делала на голову. В это время, когда окопun üstünden tank прошел. И от танка этот самый чархна песок сыпался, камни маленькие сыпались. И я загородила этого раненого, уже голова была ранена у него. Я укрыла его, и танк прошел. После этого я его привязала, вижу, где-то далеко у меня какой-то голос слышу. Она. Azərbaycanski голос. Я думала, bu tankın səsindən mənim nətər olub, çöllü biyabanlar, yaralılar burada stonit, tam tank, tam... Analar necə, ana səsi necə gəlir kulağıma. Я его привязала, успокоила я его, дирам, сакит ol, я сейчас пойду другим раненым, сейчас придут, тебя заберут. А burada супебекерская машина, английская машина, ходил по степи, где раненый. А такие большие солдаты, русские солдаты, насылкой нам говорили, на этот судобекерский грузовик, они возили их по госпиталям. Раненых нельзя было, первую помощь оказывали, отправляли по госпиталям. Я, значит, сумка у меня большая, я сумку тяну и сама по песку, сюрне, слышу стон, мама стон, она. Немножко кричит, останавливается, немножко кричит, останавливается. И да, ахтарам хара гедим. Потянула я как-нибудь и попала от бомбы, значит, чухурда, да. И я вижу, там стонет один парень от головы раненый. Текет кровь. Знаете, не текет, а бьет кровь. Beyninden. Padaşlar, ay oğlan sen ana çağırdın. Böyle, sen benim kimse deyirəm, ben sesləyəm, görüm. Haruna yarayı bağlayayım, başı bağladım, palaşılı zavizala. Yuva, deyirəm, Azərbaycanlısan, bəli, hardasan, какой район сказал, я землю забыла сейчас. По-моему, Yevlaqdan dedi, yadımdan çıxır. Ben oradanam dedi. Bəs mən də dedim, Azərbaycan qızıyam, mən Şəfqət bacısıyam, gəlmişəm səni sarımağa. Adı o mənə dedi, adım Mahmuddur. До сих пор я помню. Я всех людей мира призываю к миру. Я страшную войну прошла. Только было мне 18-19 лет было. Только я начала жизнь понимать, что такое жизнь. 5 лет я провела в окопах, провела под бомбами. До Берлина дошла. 5 лет я
страдала от бомбы, от пушек, от голода. В Ленинграде я голодовала, 40 дней я голодовала. 100 грамм, 150 грамм черный хлеб давали, жимых давали мне. Мы эти такие от яичного порошка посуду, мы кипятили воду, сухие листья бросали, чтобы темный был, вместе чая пили. Это словами можно так легко говорить, а это прожить я своему врагу не желаю. Ваше пожелание, призыв матерям, как мать, которая прошла через все, видали жизни, вот это трудности, что вы желаете, призываете в сегодняшний день? Я всех матерям призываю, чтобы они своим воспитанием обеспечивали своих детей на хорошие, чтобы их дети уважали старших уважать, чтобы умели уважать своих родителей, чтобы умели уважать и любить свою родину. Где бы они ни жили, эту землю, этот соль, этот хлеб, который кушают, чтобы они дали им оценку, чтобы они ценили, что за это все благо, которое они живут, это они обязаны своим воспитанием, своим пользом для своей родины.